мы собрались. Давно в таком формате мы не собирались. Как мы договаривались, месяц один раз мы будем собираться в этом формате, в расширенном составе. Год тоже закончился. Как все, наверное, знают, основной вопрос, основные проблемы у нас, которые бывают в середине года, это ЕГЭ. Сдача ЕГЭ. Все сейчас ждут, как будет проходить, что будет проходить, в каком формате будет проходить у нас ЕГЭ. У нас ЕГЭ будет проходить, по моим данным, насколько я знаю, насколько я в курсе, так же, как и во всей России. Помогать люди ходят все, ищут там через кого сделать, как сделать, что сделать. Никому ничем помочь я не могу. Никому ничем помочь я не собираюсь. Для этого мы с начала года и 1 сентября об этом говорили, и в День учителя мы об этом говорили. Надо готовиться с 1 сентября, и с 1 класса надо готовиться. Не в мае нужно готовиться к ЕГЭ. К ЕГЭ нужно готовиться с начала года. Поэтому эти все вопросы, связанные с ЕГЭ, пускай родители не задают. Пускай не думают, что кому-то помогаем, кому-то не помогаем. У всех, наверное, я думаю, что я не участвовал раньше, не знаю, как это было. Но, насколько я знаю, везде все должно быть открыто. Вопросы сбора денег. Мне деньги не нужны. Для меня деньги у родителей не собирайте. Я с вас деньги не беру. Если я где-то услышу, просто так, если даже без подтверждения услышу, что какой-то директор собирает деньги для чего-то, для кого-то там, сразу можете заявление написать, уходите. Ничего, если мы нарушать не будем, если мы не будем какие-то нарушения делать, мы никому деньги не должны платить. Не нарушайте и не платите никому. Ничего страшного в этом нет. Те люди, которые приезжают с Махачкалы, если они приезжают за деньгами, сразу их тоже предупредить. Мы им деньги давать не будем. Я понимаю, кормить надо, поить надо, встречать надо, провожать надо людей. Это и без этих родительских денег, я думаю, можно решить этот вопрос. Позориться, собирать там на каждый экзамен по 3000 рублей с родителей не нужно. Это не делает чести никому, ни одному директору чести не делает это. Больше позора, чем положительно. От того, что мы эти деньги соберем, это тоже мы обманываем людей. Если мы им помогать не можем, не нужно их собирать. Мы же все равно никому не сможем помочь. Это как аферисты делают. Если человек экзамен сдает, поступает через него, если не поступает, не получилось, возвращает деньги. Такие вещи не надо. По директорам школы. Я почему со школы начал и закончил школу тоже. В этом полугодии мы проведем аттестацию директоров. Вы готовьтесь, все готовьтесь к аттестации. Какие вопросы будут, когда будет аттестация и что будет, никто не знает, но она будет. Мы начнем с директоров сейчас, в ближайшее время. Дальше директорам вместе проведем аттестацию учителей. Почему? Ну, здесь начальника отдела нету. Начальник отдела вам, я думаю, объяснит, почему мы этот вопрос поднимаем. Человек, который закончил пединститут, пишет заявление, одно предложение, и в одном предложении 4 ошибки. Просто прошу меня принять на работу, 4 ошибки. Пединститут, который закончил специалист, который идет в школу, учит наших детей. Мне, например, если моих детей будут учить такой учитель, мне не нравится. Не хочу я, чтобы такие учителя учили моих детей. С одной стороны. С другой стороны, эти те же выпускники наших школ. Эти наши выпускники, вот вместе с нами, вместе с вами, которые мы выпустили их. Получается, кого мы выпускаем, те и возвращаются к нам. Нам нужен отбор
лучших специалистов. Конечно, у нас в школе принято, там, если директор школы, его там обязательно весь тухом должен быть в школе. Брат, сват, невеста, зять, отец, там все, кто есть, все должны работать в школе. Молодежь, которых нужно учить, в школе нету. Нету специалистов, которые одно поколение уйдет, второго поколения у нас нет. Вот то поколение, которое придет взамен тех учителей, которые сейчас на пенсию пойдут, такие, которые не могут заявление писать. Чему они будут учить наших детей? Поэтому задача поставлена и начальнику отдела, чтобы в каждой школе не менее 30% были молодые учителя. Их нужно учить. Да, я понимаю, там институт закончили, какие-то там теоретические знания есть, практические знания, может, нету, этих людей можно обучить. Их нужно обучать. Если их сейчас не учить, потом уже вообще некого будет учить. Поэтому этот вопрос будет на контроле администрации. Вопрос приема на работу. Ни одного человека, вот ни одному директору, я еще не сказал, принимай этого человека, увольняй того человека или какие-то вопросы, прием, кадровые вопросы, я ваши не лезу. Кадровые вопросы не лезу, но это не означает, что мы контролировать это не будем. Мы будем контролировать. Контролировать будем, кого вы приняли на работу, почему вы его приняли, за что, за какие заслуги вы принимаете на работу того или иного специалиста. Эти вопросы мы будем контролировать. Все вопросы, которые связаны с администрацией, мы плохо или хорошо начали решать. Мы стараемся для вас, мы стараемся для наших детей. Все, что в наших силах, и больше даже того, что мы можем, мы делаем. Но, соответственно, и отдача должна быть. Ответственность с директоров никто не снимает. Раньше была статья за порчу государственного имущества. Но совесть у директоров тоже должна быть. Если кочегар заснул на рабочем месте, взорвал котел, администрация же не должна ему котел покупать. Такие вопросы, которые можно было бы не озвучить, но приходится озвучивать. Почему мы глав сельпоселения тоже сегодня решили вместе провести, потому что глава сельпоселения несет 100% ответственность вместе с директорами школ. 100% ответственность и за имущество, и за обучение, и за подрастающее поколение. Самоотстраняться ни один глава не должен. Когда выходят дети со школы, начинается взрослая жизнь, эти же ваши джамааты, эти же ваши жители. Какое воспитание они там получают, с таким воспитанием они будут потом. Потом жалуются, что у нас плохие дети, что у нас люди не слушаются. Это все, что касается директоров школ. Отчеты, которые должны сдавать директора, все условия мы для вас создаем. Для образования, у кого компьютеров не было, заявку дали, покупаем компьютеры. Что не хватает директорам школ, по заявкам практически все скупили, отдали. Еще раз говорю, мы от нас зависящее все делаем. Ваша задача выполнять свои функциональные обязанности. Прямые обязанности каждого директора. Что касается сельпоселений. Главы сельпоселений тоже думают, что вот если мы им деньги даем, они расходуют эти деньги, и на этом заканчивается. В любое село придешь, у нас денег нету, нам это не делают, у нас денег нету, нам это не делают. Еще раз повторяю, если у меня будут деньги в достаточном количестве, мне посредники потратить эти деньги не нужны. Просто глава должен быть главой в своем селении. Вопросы промежуточные. Несколько хозяйств мы объездили, сельхозпредприятия, прикутанные хозяйства. Плачевное состояние, плачевное положение. Все, которые живут там, на прикутанных хозяйствах, они думают, что это их хозяйство, что это их собственность. А главы работу не проводят там. Мы не должны там деньги тратить. Мы должны заставлять руководителей этих хозяйств потратить деньги на свои хозяйства, потому что те люди, которые там живут, это работники этих хозяйств.
Просто так приехать туда и жить человек не должен на преподание хозяйства. Это собственность имущества. Мы не можем туда поехать и жить на этой земле. Там должны жить люди, которые работают на этих хозяйствах. Эти вопросы мы до конца доведем, объезд этих хозяйств, и проведем еще одно совещание. Совещание с присутствием всех руководителей СПК и глав сельпоселений. Объясним, что нужно сделать, как нужно сделать, но в таком состоянии, в таком положении сельское хозяйство не может быть. В том числе и сельское хозяйство в населенных пунктах, практически на нуле. Ни в одном сельпоселении не обрабатывается земля. Ни в одном сельпоселении. Хорошо, не обрабатывается, ладно, тоже не проблема. Почему в аренду не сдают? Есть же люди, которые хотят брать в аренду. Почему не даете? Главы сельпоселения сами тоже не хотят работать, другим тоже не дают. Эти вопросы Шамиль Магомедович, он доведет до каждого человека. Карты каждого сельпоселения, где земли населенных пунктов, где земли сельскохозяйственного назначения, какие можно сдавать в аренду, какие нельзя сдавать в аренду. Эти вопросы, зарабатывать деньги будет каждое сельпоселение сам. Необработанная земля не должна быть. Это преступление. И в сельской местности, и на препитании хозяйства. Следующий вопрос, который касается сельпоселения, это уличное освещение. Раньше было, писали там 100-200 лампочек уличного освещения, делили деньги вместе с этими электросетями, и на этом заканчивалось. Там 10 лампочек горит, 20 не горит, 30 лампочек вообще нет, там такого порядка тоже не будет. Мы начали с селения в Хунзах, проведем инвентаризацию уличного освещения, поменяем лампочки на энергосберегающие Хунзахи. Начнем с Хунзаха мы. Начнем с Хунзаха, дальше пройдем по всем населенным пунктам. По всем дойдем до каждого. Безответственное, халатное к деньгам, которые у нас и так не хватает, не должно быть ни у кого. Если мы правильно будем расходовать деньги, каждый глава и каждый директор школы, у нас останется в 2 раза больше денег на любые работы. И ремонты мы сможем сделать, и менять электросистему мы можем. Все мы можем сделать. Просто нужно что-то по-хозяйски относиться ко всему. Не так, как там, сейчас как мы это занимаемся. Пришел кто-то, написал протокол, ушел, ни один глава не беспокоится, почему у него пишет, для чего у него пишет. Потом, когда 300-500 тысяч штраф приходится платить, начинаем бегать. Потом поздно бывает. Для чего мы в администрации делаем ремонты? Не потому, что много денег было, а чтобы не краснеть, не стоять на коленах перед каким-то пожарником, перед каким-то электриком, который придет, скажет, что у нас там где-то провод не так стоит, там запах не тот, или там МДФ на стенах не должен быть. Не надо, ни перед кем краснеть не нужно. Нужно сделать все, чтобы мы могли смело смотреть в лицо любому человеку. Я вас тоже призываю к этому. Все условия мы для вас создаем, чтобы вы не краснели ни перед кем. Только нужно человечески относиться ко всему. Ни перед электриком, ни перед кем. Вообще, если бюджет не будет оплачивать электроэнергию, РЭС закроется. А наглость этих сотрудников РЭСа приходить и писать протокола на бюджетные организации. Об этом потому, что никто ничего не делает. Вот написали протокол, подали в суд, взыскали деньги. Надо судиться, надо. Не нужно давать деньги. За любую вещь, за копейку нужно судиться. За каждую копейку. Потому что нужно зарабатывать. Как наш многоуважаемый Майндур Гамзатович говорил, деньги на деревьях не растут. Если бы они росли на деревьях, было бы, конечно, хорошо. Но их нужно заработать, их нужно беречь. То, что у нас есть, их нужно беречь. Инвентаризация бесхозяйных электрических сетей. В каждом населенном пункте, есть электрические сети, которые не относятся к РЭСу. В любом населенном пункте это есть. Где построили последний за
10-15 лет дома, где построили, никто свет не провел туда. Частники сами провели. Скидываются деньгами, покупают столбы, протягивают провода. Уже месяц мы пытаемся провести инвентаризацию, до сих пор мы ее не провели. Что такое провести инвентаризацию? Пойти в электросеть, взять сведения, сколько у них линий электропередач в населенном пункте, потом сверить на месте фактически и дать данные. Это мы не можем делать. Трансформаторы, которые покупали сельчане, вот наши жители, которые покупали, 17 трансформаторов от нас ушли. Вот от вас ушли 17 трансформаторов, потому что не смогли найти хозяев. А потом мы бегаем, ищем, где наши трансформаторы. Почему их нет у нас? Потому что безответственно, бесхозяйственно относится к работе глава. Глава села думает, наверное, что если провести воду и провести дорогу, на этом заканчивается у него. Нет, не заканчивается. Все, что происходит в этом селении, за все, что происходит в этом селении, отвечает глава. За все хорошее и за все плохое. Вопрос, все жалуются, налоги не могут платить. 34% имущества, 70% земли. Оплатили в 2018 году. Почему? Кто сделал оптимизацию? Вот все жалуются, что много налогов платят. Мне что, пойти министру экономики и сказать, что у нас такие хорошие главы сельхозпоселения, которые не могут посчитать, сколько у них в населенном пункте земель, сколько у них в населенном пункте жилых строений, сколько пенсионеров, сколько инвалидов. Или сказать, что они боятся выходить в населенные пункты, не могут оптимизации провести. Придется так говорить, другого варианта там нету. Вот 5 месяцев мы говорим, проводите оптимизацию, главы сельхозпоселения, они не знают, что это такое. Они не знают, как это провести. И самое обидное, не хотят знать. Не хотят знать, не хотят учиться, как это делать. А когда говорят, что 100 тысяч, 150 тысяч рублей налог нужно платить, все возмущаются. Все возмущаются, что деньги нужно платить. Никто не знает, что они должны отчеты сдавать. По приемам граждан, по электронному приему граждан, заявлений, по обработке. Они должны отчеты сдавать, они не знают этого. Почему не знают? Потому что глава вот такой хороший был, 25 тысяч рублей тоже давал, платил человеку, он сидел, за них эти отчеты делал. Теперь мы так решили. Мы за вас будем это делать. Но с вашей зарплаты глав сельхозпоселения по 2000 рублей ежемесячно будем удерживать тому, кто за вас будет отчеты делать. И вам не надо беспокоиться ни за что. За каждый отчет, за каждую бумагу, за всю работу, которую мы делаем за вас, мы удержим зарплату. По-другому вы не будете работать. Пока у вас зарплата не станет 10 тысяч рублей, вы не начнете работать. Или помочь в совете. Вот их нет, она же администрация же работает. Почему вы не хотите работать? Вопрос отчетов глав сельхозпоселения перед жителями. До конца этой недели каждый глава до конца этой недели, в пятницу, последний срок, представляет мне дату и время, когда он будет отчитываться. И сделать так, чтобы населенные пункты, которые рядом расположены, чтобы отчитывались в один день, один до обеда, другой после обеда, чтобы я мог присутствовать на этом отчете. В каждое сельхозпоселение я буду приходить, на каждый отчет. И посмотрю, что о вас думают ваши жители. Какое мнение о вас, то мнение, которое на сегодняшний день абсолютно не соответствует. Так не должно быть. Если сельчане говорят, что главу не видели там месяцами, не делают какой-то работы, так не должно быть. Поэтому уже один раз говорил, 2 раза говорил, теперь даю срок, до конца недели мне график, какой населенный пункт, какой глава, когда отчитывается.
буду присутствовать лично, по возможности, на всех отчетах. Следующий вопрос. Здесь представитель налоговой инспекции тоже сидит. Ходить по селам и искать сколько магазинов, необходимости нет никакой. Абсолютно никакой необходимости нет. Налоговый инспектор, если его разбудит 2 часа ночи, он знает, в каком населенном пункте, где находится магазин, кто семечками торгует, кто спичками торгует, кто водкой торгует. Вся эта информация есть у налогового инспектора. Просто нужно это все привести в порядок. Нужно заставлять людей платить налоги. Если человек занимается коммерцией, он должен платить налоги. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли потратить какие-то деньги на наших жителей. У нас же все привыкли, за воду мы не платим, за мусор мы не платим, ни за что мы не платим. Время поменялось уже, меняются времена. Сейчас определился один оператор в республике, который будет вывозить мусор. Они будут устанавливать цены. Мы же не хотим, чтобы горы мусора лежали где-то там у кого-то возле ворот. Значит, надо платить. Что мусор вывозили, надо платить. Точно так же есть закон, есть порядок. Человек, который занимается предпринимательской деятельностью, он должен платить. Большие налоги, маленькие налоги, их не устанавливают. То, что от нас зависит, я насколько понял, что по тем налогам, которые мы принимаем решение в районном собрании, приняли самую минимальную ставку. Но я думаю, провести инвентаризацию, смотреть, сколько они платят налоги, сколько денег оттуда идет от этих налогов в нашем бюджете, в бюджете района, в бюджете всех поселений, это нужно сделать. Это нужно сделать, начиная с сегодняшнего дня. Начиная с сегодняшнего дня, главы сельпоселений должны начинать платить налоги. Потому что последние дни, как в прошлом году, вытащил деньги, не успел, занес деньги, не идут, не проходят. Такие проблемы у вас будут в этом году. До тех пор, пока вы не проведете оптимизацию или элементарно не возьмете с налоговой инспекции базу свою. Почему не делают директора школ? Что мешает директорам школ? Вот все директора школ, 90%, бывают в районе каждый день. Что они здесь делают? Для чего они сюда приходят? Такое ощущение бывает, как будто эти школы, директора школ на занятия приезжают в Хунзах. Для чего? Ни один вопрос не решается. Начиная с декабря месяца не могут сделать 3 зеленки. Это отношение директора к собственности. Директора. Потому что вот сейчас мы начали разбираться, столько проблем будет в школах. Останавливаться или там сделать кому-то поблажки, льготы, никто не собирается. Все, что в наших силах, все, что по закону, мы приведем в порядок. Всех заставим мы восстановить земли, которые принадлежат этим школам. Есть люди, которые не смотрят на это, несмотря на то, что там школу надо построить, расшириться надо и так далее, так далее, так далее. Забирают земли у школ. Никому это не позволительно и не разрешается никому. И мы не разрешим. Все материалы судебным порядком мы постараемся отменить. Я не знаю, я не думаю, что мы все можем сделать. Но все, что в наших силах, мы сделаем. Потому что если мы показываем пример, вот я в тот день на подведении тоже сказал, почему-то если глава ворует, все говорят, вот глава ворует, нам тоже можно воровать. Все так думают, и все начинают воровать. Глава не ворует, никто так не думает, что вот глава тоже не ворует, глава тоже не делает, мы тоже не будем делать. Почему вы так не думаете? Все же говорят, дурной пример заразительный. Вот положительный пример тоже берите, учитесь, ничего от этого не станет. 7 лет я работал в районе, ни один клочок земли я себе не взял. Ничего я себе не взял с района. Я же с голоду не умер. Я живой, нормально, вот,
хожу, могу разговаривать, все. Ничего с вами тоже не случится. Оставьте чужую собственность спокойно. Это наши дети тоже должны получить это все. И внуки тоже должны получить. Не только мы с вами должны это все кушать. Вопросов много. Просто больше 30-40 минут то, что мы говорим, оно и смысла не бывает. И толку от этого не будет. Проблем еще больше у нас. Очень много проблем. Первая проблема, которую мы уже озвучили, садики. Есть садики, где 2 детей и 5 воспитателей. Есть населенные пункты, где 25 детей и нету садика. Есть населенные пункты, которые 40-50 детей ходят в садик и 40-50 детей стоят в очереди. Конечно, ликвидировать садики, закрывать эти школы и так далее, это неблагодарное дело. Но мы должны думать о всех одинаково. О всех наших детях, обо всех жителях района мы должны думать одинаково. Одному населенному пункту делать все, другому населенному пункту не делать ничего, так нельзя оставлять. И у директоров должно быть воспитание, которое мы даем в школе, отношение к детям нашим. Если сказать плохое, нам ничего не сказать. Просто ужасное отношение. Сейчас вот здесь вопрос, вот я хорошо отношусь. Да, это 100% плохие, 100% хорошие люди не бывают. Но в большинстве своем, так оно и есть. В большинстве своем мы не даем первоначального воспитания нашим детям. Конечно, не только учителя виноваты, не только директора виноваты родители. Поэтому мы здесь глава сельпоселения собрали. Какой глава сельпоселения, вот здесь сидят около 40 директоров школ, какой глава сельпоселения вот один раз пришел на собрание родительства? Вот директора школ покажите, вот глава здесь сидят, покажите на главу, который пришел на собрание. Один из 42. Это что такое? Вот это наш показатель. Вот это наши отношения, наших глав, нашим детям. Эти тоже, наверное, ходили, потому что их дети учатся у нас. Не потому, что глава села. Это тоже хорошо, если на родительское собрание отец приходит, это очень хорошо. Но таких мало у нас. Если глава сельпоселения возьмет с собой 3-5 отцов и пойдет на родительское собрание, в следующий раз 10 придут, в следующий раз 20 придут. И отцы будут знать, что делают их дети. И какое-то воспитание получат они. Пока этого не будет, пока директор школы и глава сельпоселения будут работать отдельно, ничего не получится у вас. Абсолютно ничего не получится. Пока глава села, руководитель СПК или там председатель колхоза, как его назвать, если все эти люди, если вместе работать не будут, у вас ничего не получится. Если у вас ничего не получится, у нас тоже ничего не получится. Мы, администрация, отдельно от вас делать ничего не можем. Надо всем работать. Всем нужно ответственно относиться к своей обязанности. Вот в первую очередь, почему я, когда на работу пришел, собрал должностные инструкции, хотел посмотреть. Вот юрист не даст соврать. С компьютера вытащили, не подписали, просто сбросили куда-то, и они не знают, кто чем должен заниматься. Точно так же, я думаю, и директора не знают. Это вопрос мы выявим, когда придут на аттестацию. Аттестацию мы не будем проводить. Мы привлечем людей с министерства. Мы с министерства людей привлечем, проведем аттестацию директоров. Точно так же мы проведем аттестацию учителей. Мы сейчас не можем, потому что мы не хотим отвлекать учителей от ЕГЭ. О том, чтобы там лишние вопросы возникли там, и так далее. Там, потом. Раз год начался, мы не хотим срывать этот процесс. Но после ЕГЭ мы сразу проведем аттестацию учителей, чтобы в дальнейшем, на следующий ЕГЭ, такие учителя не попали. Хотя бы, пускай, если хороших учителей не будет, но пускай плохих не будет.
Может быть, вместо двух нехороших учителей мы сможем привлечь одного хорошего учителя. Может, так надо делать, потому что платить по 800 и 1000 рублей за час репетиторства наши жители не могут. Хотя бы двойную зарплату платить какому-то хорошему учителю и содержать, но может быть будет дешевле и лучше. Может, эффекта будет больше. Долго говорить тоже не буду. Азадар Зайнудинович хотел еще что-то добавить. Assalamu alaikum. Конечно, что-то шалису алого директора другого заведующего Рукаран Тликовина, конечно. Но что-то шаларису алгури единая государственная информационная система социального обеспечения единственного опа. Коды поставщика шара школы Рукан Ильхабгу. Öğrüda novuzra öbüda arani hamushi harikolo tagada tlayluq axalchi tsada chondot gilinchut xaraxi. Antseli shugusadi kasligi shumugo kodi поставщика tlayluq batlaych mushuli arani xini xunzaq dva xunzaq tri zaib hamushi gortkolo xaraxi shododa axalchi novuzra gilinchut. Hal sadi kazishulum kodi поставщика. Но halda Бач, не тлецен уже не тлеру компьютеров, но уже школа да жюри компьютеров настроить эта школа, зарегистрировать себя на портале госуслуг. Если ножор киназого группа регистрации он ручь азу гитино зайнден магамеду чосрехму ноже пашаговая инструкция. Салар чайкани оз дополнительные ноже бич зон информационные кумек хавизиогу. Сенге неба алда криптографической защиты информации or настроить свой электронный цифровой подписки у bugün konuşuyoruz. Nojot уже с 1 января hayz колледжалугау хотя нетер коло антметло ич умугонеги ножот саатке ножот го школада компьютер хеч чай хеч этло садик алда хер росе финансовый отдел уже хал абихарулугу эзул заявка дре конги ценге ну школада компьютер лугутло ножот саб единая государственная информационная система социального обеспечения шел халт и хабули уже ножот питание тролле ценге льготы шоле кин но чай ножот регистрация нокинко ножот коге хал программы нежец ургулжалгуру я районна для республика ургулжалгуру это федеральные программы Ножотса жибжуқойл информация хезюк ине школда ножотса толюк услуга зол питание батаниги хавацоги батаниги льгота шөл чаазу хем ножотса жибжуқойл порталда толи бачини авсад месячный толюгу зандуц кумеккам дир ножот айжуэч баркала бичула чиккане гитено зандир магамедичу на первом этаже молодежный комната лежит в Алжане, компьютер, цветом авал халт или он уже вот аркумик, ос хабизиго осталось вырать. Баркал. У нас здесь сидит начальник райотдела, почему мы его приглашали. Много вопросов бывает у сельпоселения, участковых. Когда спрашиваешь, участковый знает, не знает сельпоселения, все говорят знают. Когда придешь, участкового спрашиваешь такого человека в селе, они не знают. Они ваши помощники. Участковые все ваши помощники. Просто не надо с ним воевать. Не нужно воевать с участковыми. С ними нужно дружить, их нужно заставлять работать. Работать, чтобы вам было хорошо. Чтобы у вас в населенных пунктах был порядок. Поэтому, если какие вопросы есть руководителю райотдела, представителям налоговой инспекции. Другие службы здесь есть, которые с Министерства труда. Больше всех вопросов к нему бывает. Почему-то в зале никто вопрос не задает. Какие-то социальные льготы, какие-то выплаты, что-то получают, не получают. Они обманывают, они на 100-200 рублей разбивают наши выплаты, закидывают куда попало, исчезают они. До людей не доходят, потому что мы не считаем это 100-200 рублей. Это же ваши деньги. Почему вы не следите, не задаете такие вопросы? Какие льготы должны быть через соцобеспечение? Какие вопросы есть к центру занятости? Почему наши
руководитель СПК не дает вакансии в центре занятости. Там есть хоть одна вакансия тракториста или слесаря, или там машиниста, или кого-то. Не дают. Почему не дают? Вопрос, конечно, очень интересный. В пединститут идут все, кто не мог поступить в другие места. Почему, я вам скажу, почему они идут, почему оно стало непрестижным. Потому что директора не берут на работу молодых специалистов. Директора не берут. Если вы хотите, если я сейчас проведу инвентаризацию, взрослые учителя предпенсионного возраста, учителя, ведут более 25 часов. Есть, которые и более 30 часов. Есть по 2 ставки 36 часов учителя, которые ведут. А вы представьте себе учитель, который работает 16 часов в сутки. Такой может быть? Не может быть. А почему вы делаете такие вещи? Почему вы не стимулируете молодых специалистов? Стимулирующая выплата в течение 3 лет, независимо от баллов, независимо от чего им идет. Какая-то поддержка сельадминистрации им идет. Почему вы не учите молодых учителей? Поэтому она стала непрестижной. В каждом населенном пункте не менее 20 учителей. Сколько учителей у нас в районе? 1400? Около 1500 работников в районе у нас. Только, пожалуйста, педагогических работников. Пускай технически вместе пускай будет. А что, мало что ли для района? Немало. А безработица какая? 80% безработных у нас в районе. Почему? Потому что одни и те же люди живут на этой работе, не хотят уходить с работы. И по книгам. По книгам вопрос не только нашего района. По книгам вопрос по всей республике. Вопрос стоит. Глава республики Владимир Абдуалиевич поблагодарил министра образования за то, что она изыскала возможность купить книги. Имея долг 800 миллионов рублей, 2 миллиона, по-моему, почти 400 тысяч книг они купили. Но раздавать эти книги, как в прошлом году раздавали, все боятся. Потому что все знают, куда эти книги уходили. Куда они уходили? Все же знают. Вот сейчас директора школ будут молчать, а в прошлом году расписывались, не хватало 30% книг, сюда уже не приходили. А все расписывались за 100%. Потом на следующий день, когда приходили БЭП, начинали искать, оказывается, там ночью принимали, не считали, оказывается, там не знали, как надо считать и так далее и тому подобное. Потому что все эти книги уходили в магазин. Теперь хотят исключить этот вопрос. Хотят наклеить голограмму на каждую книгу. Каждую книгу по реестру, по описи будет принимать директор. Каждую книгу. И книги уже будут 8 класс, не только 8 класс, уже по старой программе на все классы книг будут выданы. А со следующего года 9-10 класс по новой программе тоже будет обеспечение. Я думаю. Сегодня начальник отдела образования поехал в Махачкалу именно за голограммами. Приедут, есть комиссия созданная, наклеют, посчитают, кому сколько книг положено, составят реестр, дадут под роспись каждому человеку. Сделать ничего, ускорить, район не сможет ее. Все, что от нас зависит, вот когда они сюда придут, голограммы, мы днем и ночью будем работать, круглосуточно закончим, насколько возможно, быстро. Все эти вопросы, я думаю, мы решим. Так же, как и в других районах. По пожарной сигнализации. Объясняю всем, централизованно всем проведем необходимые противопожарные мероприятия. Всем. И договор будет, и заключение будет, и обслуживание будет. Все будет.
Вот я до сих пор не могу понять, директор школы не может заключить договор, 2000 рублей уходит на год обслуживания этой пожарной сигнализации. Какие вы директоры, если за 2000 рублей в год не можете обслуживать, чтобы от вас сняли ответственность? С вас снимается ответственность, если вы подписали договор на обслуживание пожарной сигнализации, все, к вам претензий нету никакого. Почему до сих пор не делали? Как это не было? Что каждый год вы этому пожарнику по 5000 рублей давали, вам какая разница? По 2000 отдали вы туда и закончился бы разговор. Сделаем, и пожарную сигнализацию сделаем, и обслуживание сделаем, все будет. Что касается угля, да, уголь у всех нехороший. В администрации кочегары есть, 2 кочегара. Котел есть. Почему-то ни один раз я не слышал, чтобы наш кочегар жаловался, или просеивал уголь, или что-то делал. Почему наш котел работает, ваш котел не работает на этом угле? Почему не работает? Все работают. Просто они не хотят ничего делать. Им невыгодно, этому кочегару невыгодно сидеть перед котлом. Поэтому Адинский котел взорвался, другие котлы взрываются, потому что они закидают хороший уголь, она возгорается, циркуляция не идет, взрываются котлы. Виноват потом глава, что у них отопления нет. У нас же работает в администрации. Но делайте, чтобы у вас тоже работало. Не просеивается, ничего не делается. Просто внизу сыпят крупный уголь, сверху сыпят мелкую. Круглосуточно работает, элементарно и просто. Никаких проблем нету. Есть проблема в администрации у нас? Нету. Просто, да, я понимаю, что уголь нехороший. За 8000 рублей, 1000-1500 рублей там стоит перевозка. Человек свою наценку делает НДС 18%, плюс какой-то прибыль, если человек должен получить, он должен за 5000 рублей уголь покупать. А за 5000 рублей купить хороший уголь, если вы можете, пожалуйста. Просто я вам дал бы эти деньги, я знаю, что если я дам деньги директорам школ, покупается хороший уголь, каждый кочегар по одной машине забирает домой, каждый директор по полмашины забирает домой. Кочегары напьются, остальные другие тоже украдут. Потом останутся все без угля. И 2 раза больше расходов пойдут. А тем, кто газ придет, конечно, таких проблем не будет. К вам тоже газ придет, через год-два будем надеяться, что таких проблем хотя бы у нас не будет. Dice o начальник рейса остат разговор, ага, кахигал, они алма возможность целиком, но монтёры софу гицо неприятный хабар коллегам покатуму, они тура чира халдапан, они сица тура, шитура ле возуш шо чирасан патучит гарун, и нигун хаве донцу парада. Рейса кан хаду нижет клаус побажало, тура жмаат кугау. Но сегодняшний результат эххон баджара хавраха дигечо Нет, узорсот анцросус баксе тарачира характе зерахны тезетун инергазилеши хисизро анцучира. Договор хазадини хахама хадити сохияхам. Дами еще 2 недели, дитя полностью хавизин жамаатов сходки из бичизлезуло, хежал один тез данный колледж. Узорсот список ярмугу, сарачу бюро хижо хикеле жудоца жудо шочка сын патуктази, хезин зерах хачира хадабан данный тез колледж. Насчет связи налогового вопроса, Талабусу бюджет, Талабусу 122 минаход ему зеленый бюджет. Ход от Талабусу кинул зеленый бюджет флюана. Из налогового гиана шамы халдиана тисни налогового бюджета. Нижет афон табору гила минаваз руки николи седим клежер канжи налогового бюджета. Анусел холки минаги полностью 100% актуализация визе на следующем проблеме коли бюджет. Земельный контроль, регистрация палата проверка нужно основание чего выписки коллеги и написал код и меня было основание чего среди рану уже отслеживаю код херую сумма там уже жители меня а уже кино они регистрация оба архива чего кино на фло хабар решение кредиту уже основание чего не выписки кино проблема у него регистрация кредит архива кредит запрос Эльчаразу Ругишура из кино решение хамара круга цезаря. Если кто хабар список кредит, архива са ответил шугару. Ежели кто не хвалил архива са
Буги шене решение ищет. Батит и решение из суда, потому суда хищал, киновали, основном чего это зарегистрировано. И суда им за холби работу не 100% актуализация скоро хаоса, когда дополнится декларация ИЦУ, нельзя никто 85 числа на чем-то налог, налоговая база уточняет. Уличное насущение, лицензионного. Уже игумот спалового инвентаризация электрических сетей. Игумот спалового без хозяйных сетей. Вот сети, у которых нету хозяина. Вот эти лампочки, которые поставил кто-то в частном порядке, ее нету хозяина. Его хозяин должен быть или это человек, или администрация, или сети. В каждом населенном пункте должно быть количество лампочек на уличном освещении. Надо поставить счетчики, надо поставить выключатели. Все нужно поставить на то количество лампочек, которые нам необходимы. Ну, каждому человеку возле каждого угла поставить уличное освещение не может. Поэтому для этого и делается эта инвентаризация. Все уличные освещения, которые есть лишние, все провода в населенных пунктах, которые есть лишние, их нужно передать в электросети. Если кто-то потратил на нее деньги, их нужно вернуть. Если не потратили деньги, безвозмездно нужно вернуть, отдавать эти сети. Для этого это и делается. Сейчас когда человек поработает, пускай он со своего счетчика берет и ставит у себя во дворе. Ничего такого нет, он сможет оплатить 50 рублей в месяц. Что касается документов, от того, что где-то выписок нету или там приказов распоряжения нету, люди же не могут на улице оставаться. Люди же там живут, кто-то же им давал эти земли. Если не было, надо делать эти документы. Если так не получается делать, надо через суд восстановить. По налоговой базе правильно, ваша сельадминистрация что-то сделала, и еще, по-моему, Шули там что-то сделала. И все остальные не сделали. Ничего не сделали. Поэтому мы платим, на нас ставят такие налоги. Когда все сделают, там хорошее предложение есть, кто сделает, им будем давать столько, сколько получается, а остальные всю сумму будем делить на тех, кто не провел актуализацию. И эти деньги мы с вас не будем удерживать, просто с вашего бюджета удержим и будем сразу оплачивать. Хауна ратла инвентаризация. Ритлана махтеж унакки гросун цидасан. Адам зулач арза дырекон ритлан ратлал. Ратлал ритлана первый, второй категории гавон. Адараги, хигалги. Ну, соответственно, Сочи шолибук, она свой участок адараги, свой участок хигалги. Тут Абулюгу, Мухаммад Задевич, Максут Гаджевич, аренда хитлолеч ратлалинам. Аренда кинижасит ратлал, хагал ратлал хал из рологу, хагал чесул, хагал ад унизатратай, цикун ругу хагал хурут ратлолип, привилегс. Хельсинки, хагадина анцелет хава эльсонар нижас ратлал. Рач униругу арзал жодока хурзал накки росила жодой парамнич илат аналогитон хабсинги бачингит уларит синги летсен халус адамги ну асуя тавличик удолли хавлари хабдинатл жодос халк залит хичилам соответственно хажгол халк захарул жугуна лиги халк захарул жугу частный сектор лугу хажа механизм кодругу чайругу частный клугу хагал солуг жодой дандиколи бахай جاء خريرك بازي بايدي كرالقصة معيشة رقي بوسين عام هاي كل شيء أفراسه وبعض المعرض والله عدان خوش أخر خرحت يلور شو تلارو برسالة هبرون نخش كل يوم باتشيب هال ترى هذا نيجي أميد كل يوم هذا شيء هذا كشن أفراسه جهرون هذا الشوارع خرون معيشة قصة هيلسينكي نيجر إسبيكا على نون ريدا بيجوب أنا واس عيد سينكي جغرافيك الدرجة راج نيجر نيجي بوك أنا سيرونو графики нарушат халон ниже гойрат санади кеду все равно дивот му оно спекал фрукати дем садах муруга алжиге неужели хагадин спекал руга алда агде хулариш со адамази судахани учуд бахал халзази спекал сечез техника жак кинна гужо котана сагун трактор ун комбайнал ун бугу частный сектор гол налогозула хатлинге аля كيام كيموك أنا نيجي نيجر سكرتير بتاعه حلقة ورشيقورو شان كونو خطون نيجر ويجروس كتيل أو مي خطيت أنا تيل أيش مي خطيت أنا
Hele Yusuf Sevuçi Jak Nijeset Urvigrus kaldı. Govigrus kaldı. On nijeset nalabal git ölü sögüsüye gehalı bu. Hağıldırık iççai. Jak iyi azar aldı. Şu ele sonu khara. On qalan şu ele sonu khara adam olgirubu adet ihorat. Didi talar kişse boz khara Vigrus Daniel hağıldırık ne ali? Nijeset insanı nalabal zulak dini. Aksaca onun nalabal sana. Habici talar okey nalabal sana. Jak nijetsa o Said Hani hükme kaç başına plankton o plank azıllar. Hakikat algol adam azda kadı bu git zadol cunus hakikat ahmadım. İnsana klon hakikat aynı hezilon. Siyoromu çok benim olsun bu git o hezil klona kadı çünkü klonda haklı yolu şimdi hamur rezultatı böyle on kadar karmıkat dayıt agi gitsek inanmak mı var. Nice biçular ha. Nice bir misal ki haribogo bir ödübat kanını ha nice set uruvir saldırıp o nice de ad kuların nice de ad toge. As ara adam as ara tun hari. Lugot hari çay ha bat hari. Pensi anor bat ahabun. Kinna bu ha jurat sin hanani. Ha nice uruvir saldırıp on hadi ha. Nice ular bir ol nice sol. Ha habercak ala bitin kuların var. Tkvallugu nožot Vigrus kapigaron Daniel inspeksiyalde Правай табулеш воз. Аболаро. Возио шивиз Юсуфи правай табу. Оси вега дебу ножор 2005 года харалги, 2000 года харалги, жиги харизер кан озадан налогол кани, оси вега дебу на озу планги тубала, кинор тубала. Алабзи кола живичиас. Бухгалтерас алабзи кола, секретарас алабзи кола, налоговая инспекция логотон, водочес кола силном Юсуфраец компьютер. Бихе нежер база. Чан чуги нежер база алла. Чан готник уге. Чам законнику, чам незаконнику гады. Един гуш абзи коле. Един абзи кола. Нетес алабулон, нете роков, абружот алабулит нетса. Оги абзи кола ала. Что касается хурахахов. Насильно чи хурах халзы там сбелару. Насильно абручес лицени шиниги авлару. Хурги ахкит лези кола чия сухе, халти зевзи готлара. Фермерский хозяйство браволюгу, киамотланеги. Халзи вот короче амирал. Почему не получается? Потому что нетер абагалда абсад ритнанет хватили нуску чубугу нетер хурзабашали. Ножоца чарал утби, ножоца дици чарал гру, ножоца чарал ножо карацки багарон, ножор учте завуз карацки багарон чарал утби конлугу ножор чуял. Ножор кинозу чуял ха, дир чуя чусониги. Ножор ростал, ножор жамаата чуял кино. Ножор адамозу чуял кино. Ножор адамозу боцибу кинозу. Да бихихизи кола, боцихизи кола, айгихизи кола, тинги хайваногихизи кино карашножихизи кола. Тут алабзи кола кино жор. Ахуни чан чуял гон. Райвосурун чуял гитун, конечно, бетлор лицени хурзал. Лицени халза булоро. Жиб антко соди гол сөрүн тозу ахантан мажорлор тиханеги. Араде кабизи кола жиб населен пункт аласам. Да, куда гал разъяву нуску кики, кинуску кики, шунуску кики, доле Аллах. Аллах алды грачу кики киаматланеги. Киценеги жета боле жури, ухолеж киценеги. Себе киворуне хайван кикизи белорон, анжи ботлана кикизи тунуго. Сони час налоги тлор, шени жугаблор кику вогнуна. Что касается техники, ножор кудал лига хозяйство. Ножор гибуго, киноз грамирал сразу лига хозяйство. Обу частная собственность. Джамада дандиги багар, обу ножор хозяйство. Кутал да бугишне имущество обу ножор. Ножор джамада хил. Ахна да чизом председатель ле, жодо исана шимни жугаре, жодо аним чизеве то трактор наха параншне пурутски ба кутанги ба параншне наха баншне нож саблар тоник час. Председатель ги ножор цовишула, у вас баджар маашат ги ножор бугуна, кино ножор джамада бугуна. Просто глава за талармуха. А кутан ла халтули бугишна маашат бугу ножор джамада. Просто джамада маашат бугу. Батани гозиетига бат чуно гозиекаша. Нежет цедис, нежет задача бузи кумек абизи. Халдизи. Эт цедизарзи, эзи нежеха бажару кумек абизи. Нерентабелес рослу мешок, марух бижу хараб рослу мешок тавазар буршде бугу. Почему не рентабельно? Рентабельно. А без колоха, ургизи кола да адамиги. Елеца насильно че халзаз биолару. Ботлару час кутледа и притом аренда открылма па договор.
Сколько говорится, обработать табичу, следующий год штраф надо платить. И отбирается земля, другому отдавать надо. Это не возникало харат, хатычон тез белор что. Кино сейчас калани другунишно жада, хогосон цвинетер халзабла рат лугинчо. Хунзак ив комбайнат багарле, урыш багарам. Буцрак ив комбайнат багарле. Кисаки живи рост багана халзабла ратлау. Бетлер рост ки багана, бараншине живи багана, бецер хурза, 레치아 그러거나 한치 가보는 피처네게 그 하송카 그래도 뭐 아까워서 노래야 독이다 안틀레슈고 федеральный судья жанивакара законтку хозяйство грозов август моцолда алоканчи цонигунор городолда кино говорит чаржуна винсо комикавз марук анехе районда хариче тодебос лару чуч цониги ругется ки механический вишвоб моторизированный Росунугу. Просто, конечно, мне обидно, не знаю как другим, но мне обидно. Почему это все запущено так сильно? Лишний ног от он тоже некрасиво. Но то, что мы кушаем, ее нельзя кушать. Все, что мы кушаем, ее нельзя кушать. Марок кирубон рата акагеджунани, анкогеджунани, это все если покупать, откуда мы будем деньги заработать? Где будем деньги зарабатывать? Откуда у нас будет здоровье? Эти уроки колокиночи. Здесь адебру работаю гора. Каждый директор школы пускай готовит по одному человеку сельхозинститут. А руководителя СПК мы заставим их потом принять на работу и агрономами, и механизаторами, и кем нужно. Суалбатыч унани, готовимся к форуму молодежи, вот, который раньше мы делали, каждый год, в этом году тоже будем делать. Все, что там будет происходить, все будет открыто. Если у кого какие вопросы есть, сегодня-завтра уже будет оргкомитет, просьба подходить, делать замечания или какие-то вносить предложения. Потом, чтобы не говорили, почему моего сына не включили, почему мою дочку не включили, почему кому-то дали не тот приз, кому-то дали не этот приз. Чтобы таких разговоров не было, пожалуйста, обращайтесь с сегодняшнего дня. Все идет открыто, ничего ни от кого не скрывается. До 15 марта, да. Потом, чтобы не говорили, что мы не знали. Да, будем поощрять, будем поддерживать хороших специалистов. Может, кто-нибудь догадается, додумается вернуться обратно и поработать вместе с нами.